Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах этого выпуска. Итоги деятельности за прошлый год и развитие проектов в текущем. Айсан Николаев встретился с президентом компании «Селегдар». Корни многих болезней произрастают из-за недовольства. В республике стартовала декада, посвященная Национальному дню здоровья. Более сотни сильнейших бойцов будут бороться за право выступать на чемпионате России. В Якутске стартовали дальневосточные соревнования по борьбе. С начала года на территории Якутии зарегистрировано свыше 300 пожаров. Из них более 170 пожаров произошло в жилом секторе. В результате воздействия опасных факторов пожара погибло 15 человек, в том числе 4 детей. 11 людей получили травмы различной степени тяжести. Причины возникновения пожара в жилых и нежилых помещениях могут быть самыми разными. Но все они приводят к тяжелым последствиям. Возгорание не только уничтожает материальные ценности, но и приводит к гибели людей. Нередко пожар в одной квартире распространяется на весь дом, что грозит обрушениями, взрывом бытового газа и прочими тяжелыми последствиями. Свыше 12 тысяч жителей Хангаласского района остались без электричества из-за большегруза. Причиной отключения электроэнергии в 3 населенных пунктах Хангаласского района 24 февраля стала сбитая опора линии электропередачи. Под ограничение попали 12,5 тысяч потребителей. Накануне действием защитной автоматики отключилась воздушная линия Табага-Махсагалох, питающая 3 большие подстанции – Покровск, Махсагалох и Улахан-Ан. Специалисты перевели нагрузку на резервную линию и за полчаса восстановили электроснабжение по временной схеме. Якутянам напоминают, любое вмешательство в работу энергообъектов грозит штрафами, привлечением к административной или уголовной ответственности. Глава Якутии в эти дни работает в Москве. Айсан Николаев встретился с президентом компании «Селегдар». На встрече стороны обсудили итоги деятельности компании на территории Якутии в прошлом году и развитие проектов в текущем. Холдинг «Селегдар» и его дочерние компании добыли в Якутии более 6,5 тысяч килограммов золота. Эти показатели соответствуют уровню 2020 года. Компания планирует добыть около 7 тонн драгоценного металла. В якутском золотодобывающем дивизионе «Селегдара» работы около 2000 сотрудников. Компания занимается разработкой месторождений рудного и рассыпного золота и добычей оловянных руд. 22 год должен быть интереснее, потому что мы планируем выйти по золоту, добавить еще сотни килограмм золота, выйти что-то около 7,5 тонны и 3,5 тысячи тонн олова. Ну и вот в этом году мы уже в 2021 рапортовали государству о том, что впервые Россия там не вывозила олово. То есть тот уровень олова 2900, он позволяет России сказать, что там теперь Россия от внешнего олова не зависит. Круглый год водитель «Алмаз-Дор-Транса» доставляет грузы на северные площадки компании. Работа не останавливается даже в праздники. Как она проходит, узнавали наши коллеги. Меня зовут Григорий Евгений. Я работаю по «Алмаз-Дор-Транс», ЛТП, первая автоколонна, водителем. Каждый раз перед рейсом обслуживание автомобиля, это проверка масла того же, колеса, состояние автомобиля, лампочки работают, не работают, светозвуковая сигнализация. В кабине стекла протереть, все это сделать. Потом контрольному, путевой лист. Во-первых, дальше приезжаем, работаем. В автобазе с 2008-го, не помню. Я с самого, наверное, как только говорить научился, я сказал, буду как папа шофером. У нас ненормированный график. Уехали, пока задание не выполнено, в гараж не возвращаемся. Ну, что сделаешь, работа такая. Здесь же не просто, это же транзит еще. Да, по дому, да, скучаешь. Домой приезжаешь, 2-3 дня и опять хочется. Самый дальний рейс до Соскалаха, до северных морей, до моря Лактева. Полмесяца туда-обратно. Когда-то давным-давно на Алмаза-Анабара возили, там вот приехали, в бане намыли, встретили вообще как родных. Водители друг другу на трассе помогают.
взаимовыручка, она должна быть. С МУАДом и на зимниках мы всегда дружим с ними. Всегда и помогаем друг другу. И все мы возим. Ну вот абсолютно все. Ну, когда дистопливо везешь, да, обязательно. Ответственность на этом чувствуешь, что, во-первых, его надо привезти, от этого зависит работа. Ну, вопрос работает лучше, да потому что защищен. Здесь есть и службы, и ремонтная служба. И никто тебя нигде не бросит, никогда не оставит, не забудут. Да, хотелось бы асфальт. Я вот еще мечтаю, что асфальт все-таки проложит, и я еще проеду по асфальту до того же. Ну, хотя бы до Мирного полностью будет он лежать. Кооператив по выпуску мясной продукции «Тумен» планирует развивать экспорт. В планах реализации инвестиционного проекта, направленного на производство экспортной продукции из местного сырья. Для реализации проекта сельскохозяйственный производственный кооператив «Тумен» обратился к республиканским властям для получения финансовой поддержки. Мероприятия в целом направлены на исполнение стратегического указа главы Якутии по развитию сельского хозяйства, в котором содержится поручение по увеличению объемов переработки мяса и наращиванию объемов экспорта местной продукции. К другим темам. В республике стартовала декада, посвященная Национальному дню здоровья. Так, сегодня в торгово-развлекательном комплексе «Туймада» в Якутске состоялась акция, где каждый желающий мог получить консультацию терапевта. Измерить уровень артериального давления, пройти экспресс-тесты на определение уровня сахара и холестерина в крови, а также узнать свой ВИЧ-статус. Отметим, что сегодняшняя акция организована Минздравом республики совместно с движением «Волонтеры-медики». В течение декадника у нас запланировано как минимум 3 выезда вот, с проведением экспресс-тестирования. Это совместно с волонтерами и медиками. И мы проведем это мероприятие еще и с Якутским медицинским колледжем совместно. И сами самостоятельно можем выехать. Кроме этого, у нас запланированы профилактические лекции, беседы по платформе онлайн с различными школами и высшими учебными заведениями. В напряженной эпидемиологической ситуации в Алданском районе большинство мероприятий, посвященных ко Дню здоровья, проводятся дистанционно. Врачи напоминают, сегодня, когда вирус продолжает распространяться, перед каждым из нас стоит задача сохранения здоровья. По возможности необходимо избегать мест массового скопления людей, а выходя из дома, не следует забывать о масках. Также важно придерживаться оптимального режима и полноценно отдыхать. Чрезвычайно важен, подчеркивает реабилитолог, позитивный настрой. Корни многих болезней произрастают из недовольства собой и другими людьми. Нас окружает масса вещей, достойных внимания и радости. Нужно только уметь их видеть. Обязательно прогулки на свежем воздухе. Здоровый человек должен проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Прогулки, что они дают прогулки? Спокойная ходьба, насыщение тканей кислородом идет, улучшается кровообращение, кровоснабжение всех органов, усиливается обмен веществ. Очень много у детей нарушений осанки, страдают у ребятишек речь, страдает русский язык. Ну и, разумеется, здоровье страдает. Хотелось бы, чтобы родители занимались больше с детьми, обращали внимание на них. Якутянки Мария Егорова и Евдокия Катаргина завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия в Казани 24 февраля. В финале золотую медаль с личным рекордом завоевала Мария Егорова. Евдокия Катаргина стала обладательницей серебряной награды. Обе спортсменки войдут в состав сборной России для участия в Сурдлимпийских играх. Тренер спортсменок Александр Сотников. Напомним, что Сурдлимпийские игры пройдут в мае этого года в Бразилии. В Якутске стартовал дальневосточный чемпионат по борьбе. На протяжении 2 дней более сотни сильнейших бойцов со всего Дальнего Востока будут бороться в Центре спортивной подготовки «Триумф». Якутии представляют 60 борцов. Вторая по численности команда у Бурятии – около 20 человек. Также в чемпионате принимают участие представители Амурской области, Еврейской автономной области, Хабарского, Забайкальского и Приморского края. Всего 10 весовых категорий у мужчин и женщин. Призеры в каждой весовой категории получат право выступать на чемпионате России текущего года. Чемпионат проводится без зрителей, однако за схватками можно наблюдать онлайн на YouTube-канале «Триумфа».
У нас основные ребята Рассадин, Капулова, Иванов Уйгулан и капитан команды Нюргун Сергин отсутствуют на этом чемпионате по уважительным причинам, потому что они находятся на сборах, а Виктор Рассадин вот послезавтра выйдет на международный турнир Яшар-Догу в Турции. А остальные ребята все здесь борются, лидеры. Аял Белялевский, Тимур Николаев, Аксенов Дмитрий, Постников Федор, Федотов Нюргустан, Севиднобоев Станислав, который в прошлом году по юниорам на первенстве мира 3-м стал. И вот Никита Хабаров, Аронов все борются. У нас основные соперники это сборная Республики Бурятия, как мы с ним уже конкурируем. В прошлом году у нас счет по золотым медалям был 5-5 у них дома. В этом году посмотрим, как должны у себя дома хорошо выступить. Первые мероприятия, посвященные Масленичной неделе, стартуют в столице республики в эту субботу, 26 февраля. Так, в 12:00 по якутскому времени на сайте централизованной библиотечной системы столицы откроются выставки «Весна Масленица. Готовим вкусно и сытно» и «Аллея масленичных чудес». В 14:00 сельская библиотека номер 20 «Книгачей» проведет мастер-класс «Обрядовая кукла» на платформе Zoom. Традиционная Масленичная неделя в этом году пройдет с 28 февраля по 6 марта. В Якутске планируют провести мероприятия для детей, конкурсы блинов и русских народных песен, викторины и мастер-классы. Все мероприятия пройдут в онлайн-формате. На этом у нас все. До новых встреч в эфире.